На мероприятии присутствовали глава Ингушетии Узбек Евкуров, муфтий Иса Хаджихамхоев, имам мечети населенных пунктов, представители всех вирдов и местного самоуправления. Церемония открытия началась с почтения молитвы. Затем финалист республиканского конкурса чтецов Корана имени Магомед Басира Аздоева Али Шадиев прочитал для всех собравшихся наизусть аяты из Священного Писания. Затем с приветственным словом к жителям Ингушетии обратился муфтий республики, который отметил значимость сегодняшнего события. Юнусбек Евкуров поблагодарил Хумида Албакова за такое прекрасное здание. Я побывал практически во всех мечетях Ингушетии, но такого красивого, величественного храма я не видел. У нас в республике много богатых, состоятельных людей. Хотелось бы, чтобы они брали пример именно с него. Строили мечети, школы, детские сады и другие важные объекты для наших жителей, сказал глава региона. Житель сельского поселения Орджоникидзевская Яхья Зангиев выразил признательность меценату за такой подарок. Это огромная благодать. Мне даже не верится, что мы сможем каждый день совершать молитву в таком прекрасном месте, отметил он. Предложение муфтия назвать мечеть именем Джабраила Албакова, отца Хумида Албакова, местные жители поддержали единогласно. По словам односельчан, семья Албаковых всегда ставила своими богоугодными делами. В свою очередь Хумид Албаков поблагодарил всех за теплые слова и отметил, что эта мечеть строилась всем миром. Кто-то помогал в возведении стен, кто-то строительными материалами. Никто не оставался равнодушным. «Я построил этот храм ради Аллаха и религиозного просвещения нашей молодежи», — сказал он.
Имам мечети Магомед Зугаев выразил благодарность главе республики и всем гостям за участие в открытии мусульманского храма. Он отметил и внимание руководства региона в деле религиозного просвещения подрастающего поколения. Мечеть в сельском поселении Орджоникидзевская представляет собой двухэтажное здание, рассчитанное на более чем 1000 прихожан. Это уникальное сооружение. Расписывали его лучшие турецкие мастера. Для узорной росписи использовались синтетические натуральные краски со специальными добавками, благодаря чему, по словам специалистов, храм сохранит цветовую гамму в ближайшие десятки лет. На прилегающей территории проложен асфальт, предусмотрены автостоянка, места для отдыха и ритуального омовения. Sibra ada haşanı, sadiyakçı, sakıbeyin del çıdı hoşan hamdi erdi, dagım di hader ve di haderi dolu dahti ahireti maşan dey. Sağ diye çıkan, değerli peygamber yana ustad artaben, ona diye çıkanı, ya bu habib uzga higaşanı, ya di ahbar habiyedek di haşanı, değerli peygamber şu ustad riyaz halçan. Değil açıp kalpsan. Yani belki tehlikeli görselmelidir. Cehen belki kalpsan. Bu kuş adi havatta hadat alamet. Yebuh beyte hamid. Oğuz bağış bana. Çoğadık nak boya. Çıdır Çinizden tüntün yer izdarıkat Oğuz Mustafa azvi Türküz. Soruk semliyette Türkül ol. Yekegi nak bağırsın yer صاحب تقول صدق والمت شان ده حاب والخريج ازداد يحدا حلي داخل وجه صدق بويش آخ ده رياض خول مسني نو تمش تاهن بيت زداد يردوح كم ده يرديان دوت صدق تيش بود شام ده يرديان ده رياض خول شو دال ماش نيل دوش. Затем глава Ингушетии Узбек Евкуров принял участие в церемонии открытия после реконструкции мемориала памяти жертв осени 1992 года. Первым слово было предоставлено имаму Центральной мечети города Назрань Хидиру Цалоеву. В своем выступлении известный религиозный деятель выразил благодарность строителям и лично главе республики за пристальное внимание и всемирную поддержку в увековечении памяти погибших. Также слова искренней признательности в адрес Узбека Евкурова прозвучали от муфтия республики Исы Хаджи Хамхоева. Dokumentik iş hayırlı ve mehmetlik hani anladı. Bu çay olmuş mehmetlik nasıl olsa kadar. Yabak geçi o sahabat geçi nasıl ne dok. Delgıdılmış naha halıdılmış. Daha da şurtacı mehmetlik ve kamel hadeş sanı ve mehmetlik loriya sanı ve hamdaga doğuymuş mehmetlik. Okwa meclik der. Ukwa naha delha ve metigay ve beyliş naha habakkaş naha ağayıcı cumhuriyeti sakavuluş meti bakış naha hozlik geçey yemektiki yedirdiği hal yemektik hayarı ve baça yunus var soh yemektik hal yaşmekti işte oğuz abefka baknak kılbı sanık miska baknak sumoguş bu sa unhoy بيخبط جوابي أنا أبيخ كابوخش وناها ويبكل ألديز وناها نقول ده بيبتشحل في حواشة يلا إيش بسنا بوز أبيخ كابوخش يلا شيء سوزيكش ديال شيء بحه ويما خزا يومتي جريكي أنا سودينا تنسى ومتي جاكا هيجش مسز سوين سعج إتز أوت إتز ومتي حاوي نشيب عدل قاية متي حافظيا كيفشيا يشوف نشناها يشوف مصرين خنيبي yemetik hakikçi Allah deveyne yemetik işte hayal kılış ve masını değişir ona hambibet ona barkıl aldet tehte yok aşağı işte dikamaş hadeş ve kaman yahsi loriş kadar detri bu söz beceri takım divaç yemetik daha masula sekreter yemetik beyleşna askasta lezzetli bir bulmuş yapıldı Belki değerli sorular olsun. Şey kışmış, bu düşmanım. Şey umutlu kışmış, bakırız ama deşkanım. Şey değerli yazılmaz. Değerli canım şey hadis kayıyor mu yok. Kışmış, beynişna azir ki bakırız.
Emekli dengeli düşüşüyoruz. Emekli dengeli düşüşüyoruz. Emekli dengeli düşüşüyoruz. Sen Ayşe size hadiste diğer olsun. Zeydalık benim meclik mecabuk المسين اللي حتى غادي سيجي ضوء كشمش بغي ضوء كشمش وغي السلام عليكم يا السلام دليل شتو حاول يعني خشوان يحدوا ان شاء الله دا ولا شغلات الدكتور لازم يا الله يدير الله كاش الله وبدي يوقفش اهلوش عليه اشتر يشتغل يغشي تنزيرتي وجبر بيعمل يعني لسان عايشه. Обращаясь к собравшимся, руководитель субъекта отметил, что в Ингушетии к 20-летию образования республики намечено открытие около 30 объектов. Самым важным для нашего народа является именно этот. مفتيات ما وشريسة حلول مصنوع خزر ونزل الإمام قبل ديشة شناعي واقع شناعي وسترقوال مشري بقر خواتش بدش بغادة مش ديش بغادة وين أدلا وصل أدلا مش خد ديكار شرط مش خد يوضو مش خد ديش ديك دقل ياس بس حاجة حاجة هذا الفن واقع كان دمار كان يموت جوز يموت فوضى يموت جسم جاز هتعمل الله سجن خذ موتي خالص عشان حتى موتي خالص حاجة موتي خالص دخل نور ده شوية أرخص سنة يا ده الأول أغير موتي كيس بعد ده كل موتي كيس خذ موتي كيس يهدي الأمور خالص Также Мизбек Евкуров, прочитав дуа по усопшим, осмотрел памятные сооружения и пьедесталы, где установлены памятники с именами тех, кто погиб и пропал без вести в результате трагических событий. Здесь увековечены имена более 600 человек. Все строительные работы на территории национального кладбища, как и планировалось, были завершены к юбилею республики. Отвечая на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ, глава Ингушетии подчеркнул, что Всевышний всегда помогает тем, у кого хорошие намерения и чистые помыслы. В канун 20-летия республики я хочу пожелать всем нам, прежде всего, мира и процветания. Пусть Аллах оберегает нас от подобных трагедий, сказал Мизбек Евкуров. Школы есть, садик есть, завод есть, фабрики есть. Хана ера, камен халуер, ера камен догде ему мотик. Ему мотик же, целер хочу, ему крочишь в ситуации че, да го я золо може хамаже, حتى هذا كمان هذا غير موت غيرش خالص حخص حيش خالص تاقوته هي زول مش موت هما كمان حتى ايش شو يو هما لورد يموتيجا شوت يو جاست يموتيجا مقبول جاست يرمو موتيجا وقرتاني سن نسي اوتي شو جاست حزي ريسبوبليك تشتروش ازل دخلي ابيك تشحيله يعني داخل الصوص اللي هذه قطعه ديك دالي عندي خذنا قد ما غوش مديوي مو الحمد لله ريسورس الدربه تاع ديك مديوي دار ريسورس دات да вот дал низбо дал Скажите, трагедия 92-го года коснулась не только Ингушетии, но и всю Россию. Вот что должны власти делать для того, чтобы подобные вещи не повторялись? Ну, должны делать все, чтобы не повторялись. Вот если говорить так. Вот этот мемориал памяти жертв осени 92 года, он не поставлен для того, чтобы политикам напомнить об ошибочных действиях и куда эти ошибки могут привести. А простым людям напомнить, что не всегда нужно идти на поводу у политиков, те, которые совершают противоправные или другие действия, которые сталкивают народы между собой. Трагедия двух народов, всегда, которые вместе жили, вместе уживались, оно сегодня сказалось тем, что 20 лет в этом году исполняется. И мы, конечно, в память о тех жертвах
первую очередь наших жителей, которые пострадали. Это более 600 убитых и пропавших без вести. Мы это все сегодня увековечиваем в памяти своей, но опять же напоминаем всем жителям республики. Такого больше не должно повториться. Народы должны жить в мире, в созидании. Политикам что надо делать? Политикам надо учить ошибки прошлых лет, давать им должную оценку и не допускать в последующем повторения ошибок. Если этого не будет, обязательно эти ошибки повторятся. Почему? Потому что ошибки вот такие, это как болезнь человека. Если неправильно поставлен диагноз, то неправильное лечение в последующем это может привести к самым плачевным результатам лечения больного. Так и здесь. Юнусбек Владимирович, установление пропавшим без вести чертов говорит о том, что вы их не будете больше искать? Нет, ни в коей мере. Наоборот. Мы будем делать все, чтобы их найти. И, кстати, я вам хочу сегодня подчеркнуть, что руководство, а мы знаем, где они пропали, они находятся на территории Северной Осетии, и руководство Северной Осетии идет навстречу в этом вопросе, делает все, чтобы нам помочь в этом направлении. И мы со своей стороны здесь тоже ищем тех, которые пропали осетины, их до 40 человек, которые на территории здесь, в Республике Ингушетия находятся. Мы тоже их ищем. То есть мы совместно работаем, наши комиссии совместно работают, и будем делать еще больше усилий вкладывать, чтобы найти их. А то, что мы поставили надгробные плиты с именами тех, кто пропал без вести, это в первую очередь для того, чтобы мы их не забыли, что они есть. И чтобы мы всегда их искали, пока мы живем. На данном участке строительной фирмой «Сапфир» выполнен огромный объем работ по строительству молельного дома, помещений для ритуального омовения и религиозных обрядов, установке символических сооружений и благоустройству прилегающей территории. Специально по поручению Юнусбека Евкурова росписью стен мусульманского храма занимались представители турецкой фирмы «Император». Вот эти могильные плиты уже говорят о том, что нам есть где прийти и где поклониться нашим безвестно исчезнувшим родственникам в ходе конфликта. Пресс-служба главы республики специально для программы